Мгм. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем серию вебинаров онлайн-курса о глухих и слабослышащих детях. Сегодня вебинар буду вести я, Вольф Екатерина Альфредовна, учитель начальных классов школы-интерната номер 4. Сегодня мы с вами поговорим об организации коррекционно-развивающей работы с обучающимся после кохлеарной имплантации в условиях школы-интерната. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, вы пишите на почту Центра инклюзивного образования, и мы постараемся на них ответить. Ребенок с кохлеарным имплантом – это ребенок, который был глухим от рождения или стал глухим в результате заболевания, и которому была проведена операция кохлеарной имплантации, то есть внедрение специального устройства во внутреннее ухо. Благодаря кохлеарному импланту ребенок слышит речь, даже шепотную, а значит, он потенциально может научиться понимать речь окружающих и говорить на уровне близком к нормальному. Но слышать и понимать речь – это не одно и то же. Мы с вами отлично слышим китайскую, испанскую, любую другую иностранную речь, но мы ее не понимаем. Так и дети после кохлеарной имплантации не сразу начинают понимать речь. То, как ребенок слышит и реагирует на звуки и голоса окружающих, зависит от того, правильно ли настроен имплант, от длительности использования кохлеарного импланта, от регулярности использования слухового аппарата до операции. Как ребенок с кохлеарным имплантом понимает речь окружающих, зависит от того, знает ли ребенок значение слов и грамматические правила. Умеет ли мозг ребенка анализировать речь как звуки и извлекать из них информацию, необходимую для узнавания слов и предложений? Есть ли у него в памяти слуховые образы слов, позволяющие ему быстро узнавать слова при восприятии речи на слух? То, как ребенок понимает, умение ребенка говорить зависит также от возраста потери слуха. Дети, потерявшие слух после 5 лет, обычно говорят лучше. Зависит от возраста имплантации. Лучше говорят дети, прооперированные в раннем возрасте, то есть до 2 лет. Зависит также от возраста, в котором ребенок начал постоянно использовать слуховые аппараты и заниматься с сурдопедагогом, от методики коррекционной работы, которую использовал сурдопедагог, от наличия у ребенка дополнительных речевых и других нарушений, которые имеются у части детей с кохлеарным имплантом. В настоящее время наша школа-интернат перешла на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, который представляет собой совокупность обязательных требований к общему образованию разных групп детей. Школа-интернат должна подготовить детей с нарушением слуха к жизни в среде слышащих и к общению с ними. Реализация адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования содействует наиболее полной социальной адаптации и интеграции в обществе обучающихся с нарушением слуха. Организацию коррекционно-развивающей работы условно можно разделить на 3 этапа: подготовительный этап, основной этап и заключительный. Так, в подготовительном этапе первоначально мы знакомимся с родителями, знакомим их с условиями обучения, с учебным планом, а родители предоставляют нам характеристики и какие-то сведения о детях. Изучаем характеристики и особое внимание уделяем возрасту имплантации, посещал ли ребенок дошкольные учреждения, обращаем внимание на психологические особенности и на сопутствующие диагнозы. На подготовительном этапе мы занимаемся составлением учебных программ, который идет на основе примерных программ по учебным предметам и коррекционным курсам, а также с учетом специфических образовательных потребностей детей с нарушениями слуха.
Специфические особые образовательные потребности включают в себя достаточно широкую группу потребностей, некоторые представлены на экране. Это и увеличение сроков освоения программы, это потребность в слухозрительном восприятии обращенной речи говорящего, потребность в развитии слухового восприятия и его использования в образовательных, познавательных и коммуникативных ситуациях. Это специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации. Это непрерывность коррекционного развивающего процесса и обогащение жизненного опыта и формирование житейских понятий как основа владения знаниями, умениями и навыками. На подготовительном этапе мы разрабатываем индивидуальные карты развития. Структура карты представлена на экране. В соответствии с тем, что ребенок с нарушенным слухом, кроме общих для всех детей образовательных потребностей, имеет еще и специфические образовательные потребности, он нуждается в комплексных программах реабилитации, сочетающих медицинскую, психолого-педагогическую и социальную помощь, причем индивидуализированную. Поэтому основной этап коррекционно-развивающей работы начинаем со стартовой диагностики. Изучив индивидуальные и речевые особенности детей, нами были поставлены коррекционные задачи. Это эффективное развитие слухового восприятия и произносительных навыков, развитие языковой способности и коммуникативных навыков, развитие и формирование всех мозговых процессов, мышления, слухоречевой памяти, слухового внимания, накопление пассивного и активного словаря параллельно с расширением представления об окружающем мире, развитие понимания устной речи слухозрительно и на слух на основе накопления словаря. Развитие диалогической связной речи и развитие у ребенка потребностей в речевом общении. Безусловно, все эти задачи необходимо решать через деятельность, практику речевого общения на основе обязательного развития всех психических функций. Эти задачи реализуются на общеобразовательных уроках, на коррекционно-развивающих занятиях и во внеурочной деятельности. Реализация коммуникативно-деятельностного подхода выражается, во-первых, в уточнении предметной соотнесенности речевого материала, накопления и активизации словаря. При этом, особенно в начале обучения для детейской используются действия с предметами и картинками. Задания типа «послушай и повтори», «покажи где», «назови одним словом». Во-вторых, обучение пониманию и употреблению различных по коммуникативной направленности типов высказываний, побуждения различные, сообщения, вопросы, отрицания, задания типа «спроси у меня», «попроси», используя вежливые слова. В-третьих, формирование речевой активности и навыков связной речи. Для обеспечения практики речевого общения, усвоения закономерностей, использования слов и фраз в учебной и в игровой форме даются базовые речевые конструкции, обслуживающие разные сферы жизни учащихся и многократно воспроизводимые в коммуникативных ситуациях, на индивидуальных занятиях, на уроках и во внеурочное время. Вашему вниманию сейчас будет представлен видео урока. Поздоровайтесь. Марк, поздоровайся. Поздоровайся. Молодец. Али, поздоровайся. Настя, поздоровайся. Здравствуйте. Соня, поздоровайся. Что будем делать? Что будем делать? Будем петь. Будем петь, правильно. Приготовьте ручки. Встаньте подальше. Молодец. Вот сюда встань, молодец.
Идите сюда. Идите, не бойтесь. Слушайте, вот у нас. Что это? Что это? Ушко. Ушко. Самолет. Ой-ой-ой, самолет. Самолет. И? Слушайте. Покажите самолет. Марк, говори. Вот. Вот. Покажите танк. Соня. Танк. Вот, молодец. Покажите пушку. Али. Вот. Молодец. Соня, иди сюда. Соня. Угу. Найди табличку. Пушка. Табличку. Слушай. Пушка. Пушка. Вот, подставь. Настя. А мне? Слушай. Да. Найди табличку танк. Вот, подставь. Вот. А моя? Молодец. А моя? Ну иди ты. Слушай, я уже одна осталась. Самолет. Вот красиво скажи. Не спеши. Еще раз. А мы-то где? Еще раз. Самолет. Али, спроси у меня, что стоит справа? Спроси. Что? Справа. Что стоит? Спроси. Я не сказала. Что ты собрался ставить? Спроси у меня красиво. Что стоит справа? На меня посмотрите. Справа самолет. Как видите, на всем этапе обучения детей с кохлеарным имплантом ведущим принципом является принцип обогащения принцип максимального обогащения речевой практики, который выражается в систематической работе по обогащению, уточнению, коррекции и активизации словаря учащихся. Реализация этого принципа происходит на специальных уроках развития речи, где большое внимание уделяется работе над диалогом, отработке различных речевых конструкций, умению понимать и выполнять поручения. Принцип максимального обогащения речевой практики реализуется на уроках предметно-практического обучения, где детям необходимо оречевлять свои действия, составлять план работы, работать в парах, рассказывать о том, что и как они сделали на уроках. Следует помнить, что развитие речи ребенка после кохлеарной имплантации – это сложный психический процесс, который не сводится к количественному увеличению словаря, к овладению фонетикой и грамматикой. Детей не просто учим запоминать отдельные слова, типы фраз, но учим действовать и мыслить на основе словесной речи. Ребенок не изучает отдельные слова, например, яблоко, по показанному предмету, по картинке, а учится действовать в условиях общения с окружающими. Например, выполнять задания «нарисуй яблоко», «покажи яблоко».
В условиях педагогически организованного общения, занимаясь различными видами деятельности, школьник не только овладевает значением отдельных слов, типами фраз, но и учится пользоваться словом, овладевает речью как средством общения. Для более эффективного развития речевой практики, повышения мотивации и интереса сурдопедагоги, учителя, воспитатели используют систему комплексных занятий и упражнений, включающих развитие и взаимодействие всех сенсорных каналов ребенка. На уроках мы решаем принцип развития и взаимодействия всех сенсорных каналов. Развиваем зрительное восприятие, слуховое восприятие, развиваем тактильное ощущение, моторику, вестибулярный аппарат. Мешочки. Что там? Не знаю. Ты знаешь? Ну, пощупай. Не знаю. Ручку торбу достань. Самолет. Самолет. Ну-ка, Настя, попробуй. Что там? Что? Не угадали? Ну попробуй достань. Что там? Что это? Танк. Давайте красиво прочитаем. Настя. Молодец. Хорошо. Умничка. Али. Руки убери от лица пониже у нас. Ну, пропусти. Давай еще раз. Анк. Молодец. Соня. Умничка, молодец. Танк. Спряталась. Посмотрите внимательно, что там? Марк, посмотри, что тут? Пушка. Так, быстро нашел. Молодец. Соня, что тут? Ну, без руки. Молодец. Нашел, что тут? Пушка. Нет. Настя, что тут? Самолет. Ты у себя смотри, ты еще не нашел. Что у тебя? Посмотри. Что это? Конечно. Марк, что у тебя? Что это? Пушка. Молодец. Настя нашла? Вот, посмотри, вот. Что это? Вот, вот. Что это? Не нашла? Ребята, помогите Насте. Что это? Посмотри. Самолет. Самолет. Хорошо. А сейчас мы с вами будем слушать. Будем слушать. Посмотрите сюда. Пока вопрос, вы будете слушать. А потом скажете, что это? Так, не Я знаю. не знаю. Слушайте. Сейчас увидим. Марк думает самолет. Что это? Да. Посмотрите. Слушайте. Что это, Али? Нет, не слушаешь. Посмотрите. Марк молодец. Самолет.
Ушко у Сони. Хорошо. Большую помощь в обогащении и развитии словаря оказывает использование технических средств. Видеоуроки, мультимедийные презентации. В последнее время широко применяем электронную форму учебника, созданную издательством «Просвещение». Электронная форма учебника представляет собой электронное издание, которое соответствует по структуре и содержанию печатному учебнику, а также содержит мультимедийные элементы, расширяющие и дополняющие содержание учебника. Электронная форма учебника включает в себя не только изложение учебного материала, текст и зрительный ряд, но и тестовые задания, тренажеры к каждой теме учебника. Для более качественной практической подготовки каждого ребенка мы готовим и создаем папки-помощницы, в которой находятся карточки-памятки, правила, основные понятия по предметам, тематический словарь. Этой папкой учащиеся пользуются на уроках, когда испытывают трудности, при выполнении домашних заданий и на индивидуальных занятиях. При организации работы по речевому развитию школьников с кохлеарными имплантами необходимо учитывать, что владение учащимися значением слов, содержанием понятий – это процесс длительный, что усвоение речевого материала идет с постепенным расширением его значения благодаря использованию в разных ситуациях. С целью реализации принципа взаимосвязи между уроками необходима особая организация учебного процесса. Необходимо осуществлять тесную связь между уроками. Это и предметно-практическое обучение, развитие речи, дактильная речь и окружающий мир. Например, тема «Зимние забавы», вы видите на экране, прослеживается и проходит через все предметы. На ППО мы лепим мальчика и девочку на санках, мы клеим, рисуем, изготавливаем макет. На развитие речи мы получаем и уточняем представления о занятиях детей зимой, рассматриваем сюжетные картины на эту тему и читаем. На дактильной речи мы зарисовываем, подписываем картинки, составляем эти слова из дактиле. На окружающем мире также детей знакомим с занятиями детей в зимнее время года. Такой подход позволяет возвращаться к основному материалу темы с постепенным углублением и расширением значения слов. Кроме того, каждый предмет вносит что-то новое в раскрытие темы, а следовательно появляется и новый речевой материал. Большинство детей с кохлеарным имплантом имеют ограниченный словарный запас и недостаточно сформированную грамматическую систему родного языка. Эти дети медленно анализируют и часто с трудом понимают речь. Процесс слушания требует у них большого напряжения, что приводит к быстрой утомляемости. Устав, ребенок отвлекается и перестает слушать. Для решения этой проблемы мы в коррекционно-развивающей работе реализуем принцип опережающего обучения. Суть опережающего обучения в том, что накануне урока с детьми разбираются значения новых терминов, новых слов, которые будут использоваться на следующем уроке. Детей учат узнавать эти слова на слух. Опережающее обучение помогает ребенку не только усваивать материал урока, но и включает ребенка в учебный процесс, активизирует развитие слухового восприятия, памяти и словарного запаса. Одним из основных направлений коррекционно-развивающей работы является формирование у детей с кохлеарным имплантом восприятия и воспроизведения устной речи, а также восприятие неречевых звуков окружающего мира, включая и музыку, что способствует наиболее полноценному личностному развитию и интеграции детей в обществе. В учебный план коррекционно-развивающей области включен единый блок обязательных предметов, и одной из главных задач которых является развитие слухового восприятия и произносительной стороны речи.
Это формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи. Это музыкально-ритмические занятия. Это развитие слухового восприятия и техники речи и фонетическая ритмика. На занятиях формирования речевого слуха и произносительной стороны устной речи осуществляется обучение восприятию речевого материала на слух, что способствует созданию качественно новой слухозрительной основы восприятия устной речи, а также формирование произносительной стороны речи. Проводится работа по активизации устной коммуникации и навыков речевого поведения. На уроках музыкально-ритмических занятий осуществляется эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, развитие творческих способностей, расширение кругозора. На занятиях развития слухового восприятия и техники речи у детей целенаправленно развивается слуховое восприятие, звучание музыкальных инструментов, игрушек. На данных занятиях у обучающихся формируется слуховое восприятие неречевых звучаний окружающего мира, социально значимых бытовых и городских шумов, голосов животных и птиц, шумов, связанных с явлениями природы, связанных с опознаванием и распознаванием разговора, пения, мужского и женского голоса. На занятиях фонетической ритмики происходит формирование произносительных навыков, формирование ритмико-интонационной структуры слова, развитие естественности движений. Закройте глаза. Кто говорит? Марк говорит. Закройте глаза. Настя, говори хорошо. Настя говорит. Закройте глаза. Кто говорит? Богдан. Громко говорит? Тихо говорит. Закройте глаза. Али. Али говорит. Так? Что делали? Мы играли. Приобретенный опыт в устной коммуникации, воспроизведение неречевых звуков окружающего мира, в художественной деятельности, связанной с музыкой, обучающиеся реализуют и в урочное, и во внеурочное время, в том числе и в совместной деятельности со слышащими детьми и взрослыми. Наши дети – активные участники всех общешкольных праздников и мероприятий. Все это развивает интеллектуальные и творческие способности, способствует обогащению словарного запаса. Друзей. С Новым годом! С Новым годом! С новой радостью для всех! Наши роки пришли, музыка и смех.
Чтобы включить детей после кохлеарной имплантации в активную речевую деятельность, необходимо организовать тесное взаимодействие с родителями, как с самыми заинтересованными, потому что активное включение родителей в процесс формирования речи своих детей – важный фактор реабилитации. Ребенок осваивает и совершенствует свои навыки понимания речи, прежде всего общаясь с членами семьи. Родители ребенка являются самыми главными учителями по развитию речи. Поэтому так важно построить доверительные, партнерские отношения с семьей ребенка. Для этого с первых дней посещения ребенком школы активно привлекаем родителей к участию в школьных и классных мероприятиях. Это и праздники, и экскурсии, и выезды в театры и кинотеатры. Через организацию индивидуальных консультаций, регулярный обмен информацией с родителями, через классные и общешкольные родительские собрания, через организацию дней открытых дверей оказываем родителям помощь в выборе стиля общения, приемов обучения и выполнения домашних заданий для речевого развития ребенка. В школе организовано психолого-медико-педагогическое сопровождение. Оно идет постоянно с момента поступления ребенка в школу и до его окончания. Занятия с психологом, посещение сенсорной комнаты, получение при необходимости медикаментозной помощи способствует развитию и гармонизации эмоционально-волевой сферы детей, развитию коммуникативной сферы, развитию психических процессов и моторики. Мы считаем это очень важным моментом коррекционно-развивающей работы, так как для наших детей важно не только получить соответствующий уровень знаний и образования, но и сохранить здоровье и даже приумножить его. На заключительном этапе коррекционно-развивающей работы мы проводим диагностику, анализ результатов, и проанализировав результаты развития детей, нам удалось отследить и выявить положительную динамику в речевом, коммуникативном и интеллектуальном развитии детей. Вы видите на диаграммах, что в начале года, если уровень мотивации детей был у всех 100% низкий, то к концу года уровень развития мотивации повысился. Также уровень готовности к школе, уровень предметной готовности к обучению также повысился. Таким образом, с имплантированными учащимся необходимо вести интенсивную, согласованную и целенаправленную коррекционно-педагогическую работу. Только такая совместная работа способна привести к положительным результатам. Пробудить у детей желание использовать в общении устную речь, что позволит детям интегрироваться в речевую среду и социально адаптироваться в обществе. Спасибо за внимание.